тамаққа шыққыңыз келіп жатыр. Ага. Мына жақын жердегі маңайдағы дүкенге барғыңыз келеді, иә? Да. Да. Вот. Тамақ әкеліп беретін кісіңіз жоқ. Допустим, не всегда бывает. Иә. Бола ма? Жоқ, енді тамақ әкеліп беретін жағдай болса, жоқ, допустим, магазинге барып келуге болады ғой енді. Так. Пожалуйста. Пожалуйста, вам ответ. Теперь смотрите, почему вот это главный вопрос, почему не дают сделать повторный анализ? Повторный анализ. Потому что теперь, почему тогда хорошо, почему тогда не пришли ваши сотрудники, не выявили цепочку людей, как она могла заразиться? Потому что этот человек на 38-й неделе беременности, который не выходит из дома, последний раз месяц назад была. Вызвали скорую, поехали туда, оказалось, взяли анализ, оказалось, что у нее COVID-19. Наши все тесты отрицательные. Как? Парадокс. Птица принесла. О, никто еще не соизволил ко мне позвонить и спросить. Я самый близкий прямой контактный, который знает, что с ней происходит. Кто пришел? Кто пришел? Кто? О чем? Никто ничего не спрашивал. Я вам честно скажу. Никто разъяснительную работу не вел. Кроме разъяснительную работу со вчерашнего дня ведут нам сотрудники полиции. Спасибо им за это. Хотя бы, да, вот какое-то внимание для нас уделяют. Но еще с вашей стороны никаких вопросов не было. Никаких ответов не было. Почему мы не можем до вас дозвониться? Скажите, пожалуйста. А у вас на какой номер вы звоните? Мы звоним, который нам дает колл-центр. Ваш представитель. Нету, просто автоответчик тупо. Нет, вы мне скажите, теперь карантин на каком основании мы должны здесь 14 дней находиться? Домашний карантин бар ғой. На каком основании? На основании постановления номер 35. Ну что там говорится? Почему нас не ознакомливают элементарно? Почему нас с этим не ознакомливают? Почему нам не дают результаты наших анализов? Почему не показывают, какие изменения в нашем организме, из-за чего вы решили, что у нас COVID-19? Результат ваш именно или ваши супруги? Нет, супруги мои, да. Супруги у вас анализ взяли в роддоме? Да. Каким образом она могла заразиться? Вот элементарный вопрос. Ну где? Я не вижу никого. Это что, вы хотите 2 недели проводить эпид-расследование, потом сказать, ой, прекрасно, она вылечилась, и все, что ли? У нее ничего не спрашивали. Со вчерашнего дня я не могу врача до нее добраться. Вы о чем вы говорите? Они сейчас лежат все в одной палате. Я прошу, чтобы ее изолировали отдельно, потому что я буду требовать дополнительных тестов. Я сейчас буду требовать дополнительных тестов. Она уже лежит с инфицированными. Сейчас уже нету гарантии, что этот тест покажет, что она здоровая. Понимаете? Вы просто своими действиями, по большому счету, заражаете уже людей. Это значит клинический. Вы мне теперь скажите, во сколько этих инстанций мы можем вот так ходить? Этому с одним вопросом, этому с одним вопросом, этому с третьим вопросом. Областное здравоохранение ссылается на вас. Вы ссылаетесь на них. Есть компетентные лица. Изолируем близких контактных. Так, теперь скажите, пожалуйста, почему вы не разрешаете сделать дополнительный анализ? Дополнительный анализ это решает лечащий врач, когда ей сделать полностью бәрінен өткізеді, қарайды, жолдасыңызды. Мы отказались от лечения, если что. Мы отказались от лечения. Полностью қарайды, түсіреді. Мы сейчас отказались от лечения, отказались от питания. Так же, как и я. Вот я сейчас пишу в прокуратуру, потому что с нами не провели разъяснительную беседу. Разъяснительной беседы никакой не было с вашей стороны. Вы сейчас пришли, вчера обработали нас хлоркой, дали приказ, допустим, отправили сотрудникам, здесь поставили. На каком основании? Смотрите, послушайте, дайте я договорю. Дайте я договорю. Потому что Каул делает, как вы говорите, отдается СЭС, санэпидемврач. Сейчас положение такое, что он сейчас решает, кому выходить, кому не выходить, правильно? Поэтому я говорю вы, поэтому я обращаюсь к вам. Если вы изолируете нас, почему вы не делаете нам условий? Допустим, элементарно хорошо, мы хотим продуктами ходить. Что, можно? Значит, можно ходить? Значит, этот вопрос решен, да? Нет, вы извините, пожалуйста. Олар адамдар, эти люди, они могут по-человечески понять, но они потом будут отвечать, у них получается отклонение от их прямого приказа. Им приказано стоять. Это люди в форме. Вы понимаете? Но извините, пожалуйста, для них вообще без разницы. Мы даже не можем, по большому счету, взять хлеб у них попросить, у соседей. Какой магазин вы говорите? Понимаете вы? У вас нет родственников, которые могут... У нас есть родственники, но если вы нас заставляете сидеть дома, то это не значит, что мои родственники обязаны ходить и нас снабжать. Я не говорю, что обязаны. Вот именно. Вот теперь скажите, какие должны быть действия с вашей стороны? Допустим, мне нужна зубная паста, мне нужна щетка. У меня нету денег на это элементарно. Я до этого ходил, работал. Вы сейчас меня заставили дома сидеть.
Нет у меня денег теперь. Что мне делать? Пожалуйста, штабқа жазыңыз. Вот это ответ я уже слышу со вчерашнего дня. Пишите туда, пишите туда, пишите туда. Где вразумительный ответ? Вы понимаете сейчас, что будет? Я сейчас нарушу этот режим ЧП. Да? Я буду нарушать режим ЧП, и я буду добиваться, чтобы вас за это наказали. Ну ладно, жазыңыз енді ал дейсіз. Бізде тоже прослойда, біздерге қандай постановление қағаз келді, сол бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Сіз сонымен сіздің айтқан неңіз, нақты неңіз, біздер мына жақта 2 апта болу керекпіз, да? 14 күн болу керекпіз. Смотрите, неге 5 күн емес? Через 5 дней выявляется болезнь? Через 5 дней выявляется болезнь? Нет, вы ответьте, пожалуйста, на вопрос. Я не знаю, выявляется. Это клиницисты решают. Ну тогда вы зачем пришли тогда сюда? Нас вызвали, сказали, мында келіңіз деп келдік. 14 күн біздер за домашний карантин бізде жауап береміз. Нет, вы теперь смотрите, 14 күн на каком основании вы нам поставили? Есть же основание какое-то, что в течение 14 дней выявляется болезнь, близкий контактный, да? У вас есть электронная почта, я могу скинуть. Нет, мне не надо, это дежурные шаблоны ваши. Не дежурные, ну это вообще неинтересно, если честно, вот этого есть. Вот смотрите, вот будьте добры, смотрите, вы должно быть такое, по исследованиям клиническим, COVID-19, вот так-то выявляется через столько-то дней. Поэтому на основании этого мы вынуждены там объявить карантин на 14 дней, допустим, вот так вот. Правильно такое, да? Есть такое, что через 5 дней он выявляется. Есть такое? Есть такое? Что через 5 дней? Наверное, есть. Это вот. Я не понимаю, вы что, зачем вы сюда пришли? Наверное, есть. Вы отвечайте конкретно, вы же представитель. Почему требуете, что у вас через 5 дней потому что я требую, чтобы через 5 дней нам сделали дополнительное обследование, дополнительный анализ. Да. Если он покажет отрицательный результат, пусть снимут этот пост с нас. Вы свои требования напишите нам. Куда? Я уже писал, это, знаете, уже кануло в лету, если по-русски сказать. Уже все, это бездонная бочка, куда писать ее. Потому что, нету обратной связи. Почему вы мне дежурные отговорки говорите? Конечно, писал. Я знаете, сколько уже расписал уже все. Сколько можно уже писать? Нету обратной связи. Когда у вас была вообще? Она никогда не было ее, по большому счету. Мы вас ничего не получали? Ну, конечно, не получите. У вас на телефоне человек нет, который отвечает. На какой телефон? На каком телефоне? Вот на таком, который вот это звонит, по нему обычно разговаривают. Номер телефона скажите. Я не помню. Вы знаете, сколько уже номеров было? Но я знаю, что именно со 109, со штаба мне передали ваш номер, на который я пытался вчерашнего дозвониться, и на который нету ответа. Вот сейчас только из-за того, что я начал поднимать такой резонанс, кипиш, начал говорить, что я буду объявлять голодовку, началось действие, и вас сюда пригласили. А до этого вам лишь бы, короче, не трогали вас. Понимаете? Она не болеет, вы понимаете? Она не болеет. Вы что мне тут за маленького держите, что ли? Не болеет, там ее обследуют. Где обследуют? Не дают там сделать тест дополнительный. Мы просим со вчерашнего дня изолировать ее во избежание того, что она может заразиться от других, которые больны. Областное управление здравоохранения, ответ откуда ждать? Ждите. Сколько? Скажите мне, не надо мне 2 недели ждать этот ответ. Давайте ваш номер, мы вам ответ дадим. Все хорошо. 8 записывайте.